Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Я Далана Абдунаи. Позвольте представить вам нашу работу «Роль жестов и мимики в лингвокультурологическом аспекте» на примере англоязычных и якутских фильмов. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения лингвокультурной специфики поведения участников поликультурного коммуникативного процесса, направленной на успешную реализацию языковой коммуникации. Возрастание значимости проблем межкультурно-невербального общения и взаимодействия людей и появление потребностей в знании этнических особенностей поведения представленных лингвокультур. Цель работы – изучить роль жестов и мимики в лингвокультурологическом аспекте на примере англоязычных и якутских фильмов. Исходя из поставленной цели, нам поставлены следующие задачи. Изучить понятие невербальных средств коммуникации, жесты и мимика. Проанализировать функционирование средств невербальной коммуникации в фильмах жанра драма. Провести сопоставительное исследование употребления невербальных коммуникативных стандартов в англоязычных и якутских фильмах. Предмет исследования особенностей интерпретации невербальной коммуникации на примере англоязычных и якутских фильмов. Научная новизна представленной работы заключается в том, что в ней впервые описаны невербальные средства общения в рамках англоязычной и якутской лингвокультуры на примере фильмов. Показана коммуникативная функциональная специфика невербального аспекта и ее значимость в процессе осуществления межкультурного диалога. Практическая ценность данного исследования заключается в возможности использовать его в результатах при ведении межкультурного диалога, а также могут быть использованы на практических занятиях по английскому языку. Методы исследования. В соответствии с целью и задачами исследования были использованы следующие методы: описательный, сравнительный, сопоставительный и систематологический метод наблюдения. Жесты и мимика играют очень важную роль в искусстве. Материалом нашего исследования послужили художественные фильмы жанра драма. Мы исследовали англоязычный фильм «The Pursuit of Happiness» «Погоня за счастьем» и сделали анализ мимики и жестов каждого главного героя для того, чтобы узнать значение этих жестов и с какой целью они применялись в данных фильмах. Для сопоставления жестов и мимики в якутских фильмах мы изучили фильм «Минер Дверкин Каханакир», «Солнце надо мной не садится». На данных таблицах вы можете видеть некоторые примеры жестов и мимики. В англоязычных фильмах жестикуляция и мимика отличаются от якутских тем, что у американцев жесты более выразительные, эмоциональные, а у якутов они более сдержанные. Исследовав эту работу, мы пришли к следующим выводам. Первое. Мимика и жесты очень важны для коммуникации, так как несут дополнительную информацию и делают общение более эмоционально, выразительным и информативно значимым. Второе. Фильм исследования богато разнообразен использованием жестов и мимики. Понимание жестов и мимики в англоязычных фильмах помогает тем, кто изучает язык через фильмы. Существуют универсальные виды жестов и мимики самовыражения человека вне зависимости от языка и культуры. Люди во всех культурах используют жесты и мимику и движения, и выражение лица, и роль таких невербальных средств общения может быть совершенно разной. Существуют специфичные виды жестов и мимики, присущие и понятные только носителям данной культуры.